Когда система есть, вы гарантированно больше, то есть шанса больше добиться успеха, когда система есть. Следующее. Финансовый план. У кого из вас есть финансовый план? У кого есть финансовый план? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек, 8, 9, 10, 11. Тут, 12. Здесь несколько сотен людей и есть 12 финансовых планов. Вы знаете, если у вас нет финансовый план, возможно, у вас есть финансовый план чуть по-другому. У меня был такой план. Поработать, купить машину, поработать сестру отдать замуж, поработать, делать ремонт, поработать, маму отвезти в Мекке, поработать, брату помочь, что жениться, поработать, купить квартиру в Худжанде. Вот такие были у меня планы. Они были у меня в голове, что-то было написано на бумаге. У кого из вас похоже такое? Да, видите, у вас, оказывается, есть такой план. А вот этот план, это список расходов. Это план, как потратить деньги. Уловили? Это план, как побыстрее потратить то, что еще не заработали. Вот, какой план вам нужен? Запомните, пожалуйста. Я сейчас буду рассказывать, какой план. Вам надо стараться научиться этому. Вам нужен план, который увеличит ваш капитал. Пишите это, пожалуйста. Нужен план, который увеличит капитал. Первое. Нам нужен план, который помогает увеличить капитал. Второе. Первый. План, который помогает увеличить капитал. Первое. Второе. Нам нужен план, который помогает построить денежный поток. Очень важно, чтобы у вас появился денежный поток. Третье. Нужен план, который увеличит ваши активы. Первый. План, который помогает что? Увеличить капитал. Второй. План, который помогает построить денежный поток. Третий. План, который помогает увеличить активы. Завтра на тренинге я именно этого буду обучать. По окончании тренинга ты должен унести с собой такой план. У тебя должно быть в руках такой план. Когда в руках у тебя такой план будет, понимаете, богатство вначале рождается как в виде плана, а потом она реализуется. Когда у тебя в руках такой план будет, ты просто соблюдай его. Соблюдая его, ты гарантированно добьешься успеха. Но ты должен его соблюдать. Просто взял и просто поработать для его реализации. Следующее. Пульт. Формирует точка безубыточности семейного бюджета. Внимание, обратите. Вы едете на машину, так? Вы едете на машину. Там что есть? Табло, панель управления. Так? Где бензин показывает, давление мотора показывает, скорость показывает. Скажите, пожалуйста, вот эта панель управления помогает нам или нет? Классно помогает, правда? Вот эта панель управления очень хорошо помогает. Представьте, что отсюда вы едете зимой в Душанбе, но эта панель управления ничего не показывает. Бензина не показывает, скорость не показывает. Тогда что произойдет? Вы попадаете, станете жертвой ситуации. По дороге, может быть, привале, без бензина станете. Умрете, если без бензина зимой останется привале. Так же, холодно, опасно. Ты не видишь ничего. Вот теперь внимание обрати. Если у вас такой панель управления по вашей финансовой состоянию в будущем, чтобы вы посмотрели это на панель, это показало бы вам через 2-3 года, какое состояние вашей финансы будет. Если брать это кредит, что будет? А если купить эту квартиру, что будет? А что если это долго отдать другому, что будет? А что если продолжать на этом уровне доход жить? Что ожидает тебя? У вас есть такой панель управления по финансам? Вы начали задуматься? Классно было бы, если у вас был бы такой панель, правда? Который показал бы вам в ближайшие 3-5 лет. Вы могли бы управлять ситуацию, повлиять на ситуацию. Согласны? Вы не попали бы в жертву ситуации. Вот завтра именно этого я обучаю вас. Как это сделать? Поверьте, один раз усваивай. Практикуй его несколько раз. Практикуй. Что нас обучала средняя школа? Средняя школа нас всех научила писать, читать. Кому-то 1 раз показал, кому-то 2 раза, кому-то 5 раз, кому-то 20 раз. И каждый из нас научился писать, читать. Точно так же и здесь. Я убежден, что любой человек может научиться, как стать богатым. Я повторяю, любой человек может что? Научиться, как стать богатым. Просто надо несколько раз повторять. Если у тебя не получилось, что надо делать?
Повтори. А еще раз не получилось, что надо делать? 10 раз делали, не получилось, что надо делать? 100 раз делали, не получилось. До тех пор, пока не получишь свою цель. Все, не бросай. А у нас такая привычка. Один раз попытался, не получилось, бросает, не ищет другие способы. Много ребят так здесь. Очень много. Приходят и говорят, ты знаешь, я попробовал, не получилось, мы закрылись. Я говорю, ну закрылись, ну хорошо, а что делать дальше? Он говорит, не знаю, пока ждем. А кого ждешь? Знаете, я открывал первый свой магазин парфюмерии. Она пошло? Нет. Я открывал вторую. Она пошло? Нет. Третью открыл. Она пошло? Нет. Четвертую открыл. Она пошло? Нет. Пятого открыл. Она пошло? Да. Я когда начал понимать, каждым разом исправлял ошибки. Исправлял ошибки. И делал снова. Делал снова. И так с помощью Аллаха я построил 283 магазина в одном бренде, 36 в другом бренде. Это надо работать. Понимаете? Один раз не получится, 2 раза не получится, 5 раз не получится. Вначале у меня была статистика такой. Каждый 5 магазин, который я открывал, один был прибыльный, остальные 4 неприбыльные. Я всех оставил, одну оставил, 4 закрыл. Одну оставил. Потом через некоторое время делая так, у меня получится 10 прибыльных магазинов. А потом я умнее стал, я опытнее стал. Я начал понимать, как лучше. Постепенно эта статистика улучшилась. А потом со временем дошло до того, что из 20 магазинов я один закрыл. Из 200 чем-то магазинов я закрыл 12 магазинов. Потому что опыт стал лучше. Кто понял? Делай, продолжай делать. Не останавливайся. Правую руку поднимем, повторим за мной. Есть знание для дела, есть дело для знаний. Делай, ты поймешь. Делай. Ловили? Но только не советуйтесь с неудачниками. Не поговорите с теми людьми, кто не профессионал в этих областях. Никогда не советуйтесь с тем человеком, который не имеет опыта в этой сфере. Ну, когда вы болеете, к кому пойдете? Врачу, так? Вы же не пойдете к юристу, давай, ты документ сделай, мой печень что-то не то работает. Идите, пожалуйста, к тому, кто это понимает. Не слышите, пожалуйста. Знаете, вот, хаме мардуми хужаба як-то плюси бақуваттарина шаст ки ягон тоҷикон истифода намекунад. Бемаслиҳат ягон кор шумо намекунед. Гапам дуруст ме? Ҳамин элементарни мошина фурӯшад, ё ки харад, ё чӣ кунад, ё намедонам духтараш утяд, ё ки бача зантияд, ё ки чӣ кор ба обязательно 20 кас қати маслиҳат мекунад. Ҳамин кор плюсаш хеле калонад. Ҳамин хеле не? Ман як фикри шумо грамако. Так ме? Вот это самый основной плюс пухтагари мардуми хуҷанд нисбати тамоми Тоҷикистон анамин бай. شما باید که این آداب و انمی پخته تمام تاجیکا یاد تیتو اینا فهمیده گرید اگر یاد نمیتیم همه معذاب میکشیم میدونید باید پیشتر زکریته بود هر یک رایون هر یک شهر فقط خود با خودش زندگی میکرد مثال 50 سال 70 سال پیش یا 100 سال پیش خوجان خود با خودش کلاب خود با خودش دنگره خود با خودش شهرستون خود با خودش مثال یغنوب خود با خودش 5% یا 7% مردم برادرها میکرد. همه خیلی 90% مردم برادرها نمیکرد. حاضر دیگه حاضر 90%ش برادرها میکند 5%ش نه. حاضر خوجند بگه که 10 تا خوجنده ببینید 50 تا نی خوجنده ببینید. یا گپم دروغ؟ وای مردم یاد دادن در کار. وای ملت ما و مردم نشون دادن در کار. چبا که اگه یاد نتید فقط بچه شما میرد همون بچه معلمه فقط مکتبه یا که کار شما میبرد یا که یکتش یک کارخونه با یکتش دکتره یکتش چی خواهد نخواهد شما پیشش میرید خواهد نخواهد ما اینو فهمیدن ما در کار ما یک ملتیم یک تقدیر داره یک وطن داره اینو فهمیدن در کار این خامگی را دور کردن در کار آدم بخیل قطعی مصلحت نکنید بخیل یکون وقت مصلحت درست نمیتید همین چیز دیدگی می شما آدم بخیل دونتم که مصلحت درست نمیتید وای بخیل برای وای یکون وقت حیاتش به یکون چیز بزرگی پیدا نمیشد وای چرا که خداوند بخیل نیست
خداوند همه قدر بزرگش قطعی همه قدر سخی خواهی فهمیدید؟ همه آدم ها قطعی مسئله کردن در کاره که دلش بزرگه آدم بخیل قطعی دونو هم باشد مسئله نپرس چرا که وای آدم ذهن حیات وای ذهن قطعی میمورد نه خودش به فایدش میرسه نه خلق با نه کسی نه همسایش با وای مردم یگان وقت نیکی نمیبیارد ملت ما با این فهمیدن در کار پایدم تدالشه все поехали вот